Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие мои зрители, гости канала, сегодня будет такая тема. Что он решил по поводу вас, будет ли действовать? Пожалуйста, кому тема интересна, посмотрите на песочек. Подумайте о своем любимом человеке, либо о том, кто вам нравится. Представьте этого человека, его глаза, его голос, его улыбку. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Мой милый дорогой, назовите его по имени. Что ты решил относительно меня? Будешь ли ты действовать? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, что он решил относительно вас. Будет ли он действовать? Каких действий вам от него ждать? Так, ну что, мои дорогие, решил, что любит. Сразу хорошая новость. Он решил, что он вас любит, что вы его половинка, и что вам по пути вместе идти, по этой жизни. Так, следующий момент. Будут ли действия с его стороны? На ближайшее время ответ нет. И тому есть причина. Смотрите, у этого мужчины сейчас, на сегодняшний день, у него в жизни идет все более-менее гладенько, ровненько, как будто бы ничего не предвещает. Но буквально несколько дней, неделька, и прям у него спад очень сильно пойдет в плане работы, денежки и реализации. То есть этого мужчину уже поджидает какая-то неприятность. Либо на работе что-то пойдет не так, либо в бизнесе, чем он занимается. Есть какой-то момент, тут, кстати, может быть и суд, и что угодно может быть, может быть даже несколько событий, не связанных друг с другом, но достаточно сложных и фатальных для вашего мужчины. Здесь его ожидают не самые лучшие времена, и придется ему, конечно, уделить внимание своей жизни, не только личной, но и социальной, понимаете, потому что здесь у него прям пойдет одна проблемка за другой, все это нужно будет решать, времени, понятно, не хватает, он будет переживать, расстраиваться, на вас времени тоже будет как-то не хватать, но вы должны понимать, что мужчина решил, что вы его женщина, его судьба, его половиночка. А дальше все уже зависит от вас. Дождетесь ли вы его, будете ли вы в его сторону смотреть, когда он в роли, скажем, такого аутсайдера, лузера, Он, кстати, очень будет этого стесняться, и ему проще будет, не знаю, где-то прятаться, пропадать, нежели вам рассказывать о том, что действительно у него неприятности в жизни. И ему даже будет момент предпочтительный, чтобы вы думали, что он с другой женщиной, чем, например, что он пытается найти себе новую работу, либо с кем-то бодается в судах. Вот так даже будет. Потому что он для вас всегда идет как будто бы такой респектабельный, состоятельный, состоявшийся, а тут на тебе, такая неприятность у него произойдет. А кто в этом виноват? Он сам в этом виноват, потому что он какой-то несерьезный, что ли, был, больше был зациклен на себе, на том, что он классный, на том, что он крутой, на том, что у него все хорошо получается. А действительно проблемы, которые у него уже под ногами начинались, он просто предпочитал не замечать. Кстати, еще такой момент, что он любит очень своих, скорее всего, друзей, коллег, тут было какое-то делегирование полномочий, скорее всего, его тоже могли подвести, подставить, и неприятность, именно с того момента у него началась. Неответственно он подходил к своей работе, к своим делам. За это он будет платить. Платить переживаниями, платить денежкой, и платить тем, что, скорее всего, его откинет по жизни на 10 шагов назад. То есть придется ему заново что-то, прям путь выстраивать свой. Но будет занят, понимаете, он будет занят. Как он будет к вам идти? Во-первых, он будет вам говорить не то, что есть на самом деле. Он будет скрывать, он будет лукавить. Вы это будете чувствовать, вы будете понимать, вы будете думать о том, что, например, действительно есть другие причины. Могут быть и женщины, и прошлые отношения, и что угодно может быть, вплоть до того, что я ему не нравлюсь. Но
Но, еще раз говорю, вот вы не попадаете. Вы не попадаете. Если вы хотите знать правду, то поговорите с его мамой, например, да, либо с его другом. Но опять же таки не самым лучшим другом, а, например, там, ну, не знаю, если у него есть бизнес, то с его сотрудником. Если у него есть, ну, он работает там на кого-то, да, в коллективе люди, да, вот не с тем, с кем он больше всего дружит, а тот, кто, например, рядом с ним работает. С таким человеком поговорите, вы узнаете правду, что происходит с вашим. Вот. Он вам не будет признаваться, будет отнекиваться, отталкиваться до последнего. Вы, конечно, не перегибайте планку, потому что он может просто, ну, убежать и спрятаться. Да? Зачем вам это нужно? Понимаете, что это трудный период. Продлится он достаточно, ну, такой период долгий будет. Да? Может быть месяц, может быть даже больше. Вот вообще выйти из этого вот всего неприятного круга, да, ему получится лишь к концу года. Вот к концу года у него пойдут улучшения. Вот, так что не переживайте, знайте, что мужчина ваш, вот она, любовь вышла, желание быть вместе, и ваше желание, и его желание, и общая дорога между вами. Знаете, вот здесь на венце, здесь очень четко видно, что вы будете больше к нему там тянуться, переживать, а он больше будет вот, ну, таким, знаете, столбом стоять, да, отгораживаться, потому что он не будет вас подпускать близко к своему сердцу и не будет рассказывать вам всех своих тайн и секретов. Не потому, что не доверяет, а потому, что боится, что вы в нем разочаруетесь. У этого человека, ну вот тоже это нужно смотреть индивидуально, но мне почему-то кажется, что у него достаточно жесткая карма, вот она над ним здесь провисает, да, и ему, ну, как-то нелегко, да, у него периодически вот прям такие сбои в жизни происходят. Но опять же таки они происходят не только по карме, но и потому, что он невнимательный. Его, возможно, пытаются там научить, обучить и как-то вывести, да, из того состояния, в котором он находится. Что он надумал относительно вас? Ну, конечно же, быть с вами вместе, строить отношения, любить вас, радовать вас чем-то. Вот ему очень хочется с вами куда-то съездить, либо с вами вместе жить, чтобы у вас был общий кров, чтобы вы, ну, засыпали вместе, да, и просыпались в одной кровати, чтобы вам не нужно было расставаться, разлучаться, да, общий дом он, в общем, с вами хочет, да, если вы уже живете в общем доме, скорее всего, хотел бы, ну, может быть, расширить вашу жилплощадь, либо, может, вы в арендованной квартире живете, да, свое что-то иметь. То есть показать, что он стабильный, что он может и обеспечить, и что он действительно заинтересован в вас, в ваших отношениях и в вашем будущем. Но вот желание есть, да, а реализация будет у него реально хромать. Вот прям как хотите. Не ждите от него каких-то ярких признаний, не ждите от него каких-то, ну, я не знаю, там, резких выпадов в вашу сторону. Этого не будет. Не будет, потому что он, ну, крайне такой нерешительный человек и сам в себя не верит. Вот. Это ему действительно мешает. Почему у него проблемы на, ну, работе в бизнесе? Потому что он часто очень сомневался в себе и делегировал свои полномочия другим. Да? Дескать, вот, ну, проверь, посмотри, сделай. Ты же там профессионал, да, ты же лучше знаешь. Вот. И из-за этого неприятности. Вот сам виноват. Сам себе вот эти неприятности он накликал, по-другому и не скажешь. Что же он будет делать к вам? Ну, разговоры здесь я вижу сразу, долгие очень какие-то разговоры. Разговоры вроде как бы о любви, а на самом деле ни о чем. Расспросы, прям такие детальные расспросы, что, где, когда, почем, от чего. То есть будет вас расспрашивать полностью о вашей жизни, о ваших там взглядах, приоритетах и прочее. О всех ваших друзьях расспросит, особенно о мужчинах. Причем покажет, ну, скажет там, покажи мне, кто это, что это. Попросит, чтобы вы удалили, может быть, даже со своего там гаджета каких-то мужчин, может быть, даже с социальных сетей. То есть, ну, как собственник, да, будет пытаться вас там застолбить, типа моя, все. Еще, смотрите, со своей стороны, у него, либо у него кто-то есть, ну, например, бывшая и ребенок, тут, вы знаете, взрослая женщина и ребенок вышел, либо у него есть ребенок от другой женщины, и он типа обозначит, что это типа неприкасаемая тема, а говорить о ней нельзя, трогать нельзя, чтобы там ни было, там типа мой ребенок, я всегда буду помогать. Либо это его мама, и у него отношения с ней, вот как он такой маленький ребенок, да, она его мама всегда его защищает. То же самое, он сразу скажет, что моя мама это святая женщина,
Они ни в коем случае там нельзя говорить плохо. То есть вас очень удивит, да, насколько вот он, ну, либо к маме, да, прям таки расположен. Взрослый мужчина говорит о ней, прям улыбается. Вот у меня, кстати, у мужа такое тоже состояние происходит. Либо, если у него бывшая, то вот как он там с бывшей в таких хороших отношениях. У вас, возможно, даже ревность будет либо к маме, либо к бывшей. Мои дорогие, но мужчина такой, да. Я не буду говорить, что он мамочкин сынок, но тем не менее что-то в этом есть. Что-то в этом есть. Да. Смотрите, вот он очень четко разграничит все, да, обозначит границы дозволенного, что можно вам, что нужно ему. То есть какой-то такой пойдет, прям как список претензий, да, не претензий, а пожеланий-претензий он вам может выставить. Как вам на это реагировать? Ну, думайте, что мужчина вам непростой попался, мужчина хитренький, мужчина где-то сложный. И вот это решение того, что он вас любит и хочет быть с вами вместе, ему далось очень-очень сложно. Он там вас сравнивал по всем параметрам, да, отмечал ваши сильные и слабые стороны. Вы его любовь не по эмоциям, да, а больше по уму, по расчету, да. Но опять же таки, ну, такая любовь тоже может быть, и ему как бы проще, да, наверное, высчитать все перспективы, чтобы прям, знаете, как вот прям, да, я борюсь за свое счастье, потому что эта женщина сделает меня счастливым, чем вот, ну, просто закрыть глаза, да, и в омут страсти прыгнуть. Да, этот человек, он может быть, кстати, и холодный в отношениях, он может быть даже в интиме, ну, не настолько вот открытый, да, может там у него... Может, ему не настолько сильно и нужно того интима, понимаете, вот как вы будете думать. Вот он очень рассудительный и очень такой на себе, на своих желаниях, на своих хотелках сосредоточенный. Вот что происходит. Смотрите, решил он, что вас любит, решил он, что будет к вам действовать, но действовать быстро у него не получится. Давайте подведем итог. Смотрите, что он решил? Решил он, что он вас любит, что вы ему нужна, что вы его половинка и что нужно активно в вашу сторону продвигаться. Но у него на ближайшее время не получится, потому что у него проблемы образуются и, ну, достаточно такие сложные. Придется ему побегать, порешать, и ну, времени это займет так прилично. Будут у вас какие-то бесконечные разговоры, причем они будут вам казаться из пустого в порожнее, но тем не менее вы будете медленно, но продвигаться в отношениях, продвигаться в общении. Какое будущее с этим человеком может быть? Ну, вот то, что происходит, вот какой он сейчас, таким он и будет. Да, может быть, со временем он будет вам больше доверять, может быть, будет больше рассказывать, может даже советоваться с вами будет, потому что он человек крайне неуверенный в себе, и ему нужны советы, он без них не может. И тогда настанет ваше время, тогда вы уже будете править бал, и тогда вы будете уже, скажем так, рулить этим человеком, да, управлять им. Да, пусть это не будет явная роль лидера в отношениях, но тем не менее достаточно для вас все и неплохо пойдет. Мои дорогие, конечно же, решайте, выбирать только лишь вам. Хотите быть с этим человеком, не хотите, нужен, не нужен. Решайте, выбирайте, думайте сами. На мой взгляд, человек, ну, достаточно, ну, обычный человек, да, как и все мы, со своими особенностями. Тут ставить на него какое-то клеймо я не буду, потому что не имею на это права. Человек, да, себе на уме. Но и вас я не вижу, что у него там в планах, в мыслях обижать, либо что-то с вами сделать. Он видит вашу красоту, он видит вашу перспективность, он видит вашу надежность. Ему это очень нравится, и он, понимаете, он вот прям обдуманно пришел к тому выводу, что вы должны быть вместе. Это не горячие эмоции, которые через край бьют, и потом они заканчиваются, не африканские страсти, а именно такое конкретное, серьезное, обдуманное решение. Мои дорогие, у вас отношения будут развиваться где-то через месяца два половинка. До этого он будет решать очень конкретно свои проблемы. Не ждите от него быстрой реакции, понимайте, что он сейчас, ну, реально залип на своих проблемах, да, залипнет на своих проблемах. Так что не ревнуйте, не переживайте. Вот кто мужчину любит, знайте, что все будет хорошо. Так, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.